В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Создание единого преференциального режима на Дальнем Востоке обсудил Юрий Трутнев с главами регионов ДФО. Расскажем, какие еще темы поднимались на совещании с полпредом. 8 лет понадобилось энтузиасту из Якутии, чтобы издать свою родовую книгу. Ее презентация прошла в столице республики в рамках форума родословия народов Дальнего Востока. Сегодня в Якутии отмечают День телевидения. Ровно 62 года назад в республике вышла в эфир первая регулярная программа. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Якутию посетил стройплощадку Ленского моста и провел заседание вместе с главами регионов Дальнего Востока. Какие вопросы обсудили на совете, знает Даяна Федорова. На стройплощадке Ленского моста работы ведут круглые сутки. На сегодняшний день готов первый кофердам. Строители уже приступили к монтажу второго, который планируется завершить к началу следующей навигации. В следующем году будут погружены в воду оба кофердама. Для спуска кофердамов уже готовы стапельные пути, выставлены лебедки, тяговые, тормозные. Соответственно, ведется обустройство причальной стенки. Еще также будет установлено около 7 опор и около 5 пролетных строений, уже соединяющих эти опоры. На заседании Совета с главами регионов обсудили ключевые вопросы, касающиеся развития Дальнего Востока. Инновации, инвестиции, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт. Одним из вопросов стало строительство железной дороги из Алдана до Магадана. Для нас это очень важно и очень интересно. Договорились создать рабочую группу буквально в октябре с тем, чтобы подготовить информацию на январские слушания, которые традиционно проходят в Москве в конце января. Особое внимание уделено развитию энергетической инфраструктуры. В Якутии строится несколько крупных электростанций общей мощностью более 2 гигаватт. На Совете округа впервые озвучено решение о реализации крупнейшего проекта российской энергетики по строительству Канкунской ГЭС. Проект еще с советских времен разрабатывался, несколько раз к снаряду подходили, но в силу разных причин станция не построена. А сейчас компания «Эльга» выступила с инициативой за счет частных инвестиций в достаточно короткие сжатые сроки построить этот объект. Создание единого преференциального режима на Дальнем Востоке стало одним из поднятых вопросов на заседании. Основные цели создания – обеспечение опережающего роста инвестиций. Поддержка будет оказываться только новым инвестиционным проектам. При этом приоритет получат технологические и туристические проекты. Министр по развитию Дальнего Востока отдельно рассказывал о начале выполнения поручения президента по созданию нового единого преференциального режима. Это тоже для нас очень важно. Мы постараемся его собрать в таком виде, чтобы Дальний Восток еще долго, уверенно и стабильно развивался. Также на заседании обсудили исполнение госпрограммы социально-экономического развития ДФО и предложения по повышению эффективности ее работы. Даяна Федорова, Иван Саркаумов, Якутск. Неделя архитектуры с выставкой и деловой программой проходит в Якутске. Мероприятие объединило специалистов в области градостроительства, студентов и всех неравнодушных к городской среде. Участников ждет насыщенная деловая программа и обсуждение лучших практик. Ключевым событием стала выставка в торговом центре «Кружало», где представили работы местных проектировщиков и 14 конкурсных проектов. Среди них концепции новых музеев, а также проекты памятника и общественного пространства в честь первого президента Якутии Михаила Николаева. Победителей конкурсов объявят позднее. У нас параллельно сейчас идет семинар для муниципальных архитекторов и не только. Мы пригласили эксперта из Санкт-Петербурга, это федеральный эксперт. Мы, конечно же, повышаем свои компетенции. Мы поговорим о развитии территории, мы поговорим о лучших практиках, об эксплуатации общественных территорий. Мы поговорим о кадрах, потому что это тоже достаточно большой вопрос. Мы затронем исторические центры Республики Саха-Якутия и как вообще мы их развиваем. Несмотря на задержку финансирования в сфере сельского хозяйства, Усть-Алданский район выполняет поставленную задачу на 100%, кроме сдачи молока. За лето заготовлено 31 545 тонн сена, 500 тонн силоса и 200 тонн сенажа. Из них по заявке Амиконского района продано и доставлено более 400 тонн сена. В цехах по заготовке молочных продукций принято 2403 тонны молока, что составляет 83% от годового плана. На предстоящую зиму в коровниках и пастбищах будут содержаться 12 700 голов крупного рогатого скота и 12 500 лошадей.
Так, например, у нас строится 5 коровников. В связи с задержкой финансирования стоит вопрос о том, пойдут ли эти коровники в этом году или нет. Скорее всего, нет. По поголовью личного подсобного хозяйства у нас поступило всего лишь 43% от заявленной суммы. Остальную сумму ждем. Люди ждут, это тоже налагает определенные трудности при переходе к зимовке. В Чурапчинском наследии в рамках программы поддержки местных инициатив собралось более 1100 человек. С 2017 года в наследии было реализовано более 20 проектов. В следующем году заявлено 5 проектов, где входит благоустройство летнего водопровода, уличное освещение парка культуры и отдыха, обустройство добровой территории, создание IT-среды в технопарке Чурапчинской гимназии и реализация экопарка Кытыл. Сегодня в Чурапчинском наследии народ собрался на поддержку местных инициатив, программа поддержки местных инициатив. В селе Чурапча ежегодно мы реализуем 3 проекта с помощью Министерства финансов Республики Саха-Якутия. Пользуясь случаем, благодарю. Эта программа очень полезна для нашей наследия. И хотелось бы, чтобы эта программа продолжала работать. В рамках данной программы значительно повышает свой уровень жизни в наслегах. Жители сами выбирают голосованием понравившийся проект. Буквально каждый наслег ежегодно старается участвовать в проекте. Например, в Хамустахском наслеге проложили летний водопровод, поставили новые столбы, ну а в Дюлюнском наслеге установили 2 детских площадки. Добились новых построек на местности проведения СЭХа, ну а в Харинском наслеге закончили строительство большой спортивной площадки и приобрели детскую игровую площадку. На 2026 год планируется обновление парка отдыха жителей. Благодаря программе поддержки местных инициатив в нашей республике в каждом наследии проведены значительные работы по благоустройству и улучшению качества жизни населения. Сегодня республика отмечает День якутского телевидения. Ровно 62 года назад вышла в эфир первая регулярная программа. На сегодняшний день якутское телевидение представлено национальной вещательной компанией «Саха» и ее каналами, включая «Мамонт» и «Якутия-24». В штате компании трудится более 600 человек, создавая свыше 30 различных программ, от новостных до детских. Компания активно модернизирует техническую базу и запускает новые проекты, отвечая на запросы современной аудитории. Год для телеканала выдался очень успешный. Мы участвовали в российских конкурсах, получили журналистские премии в престижных номинациях. На конкурсе «Страна» мы завоевали 2 спецноминации, а также на конкурсе, организуемом Союзом журналистов России, мы тоже стали лауреатами в 2 номинациях. Поэтому мы этот телесезон открываем с большими надеждами и очень надеемся, что зрители наши оценят наш труд. В здании ГТРК «Саха» состоялось открытие мемориальной доски первому директору телерадиокомпании и бессмертному руководителю Харлампию Дьяконову. Он родился в селе Тыя Кобейского района. Свою трудовую деятельность начал как техник-геолог. Далее работал в райкомоле и горкоме, был избран народным депутатом 2-го созыва Госсобрания Илтумен. А с 2002 года назначен президентом НВК «Саха». Спустя 2 года стал руководителем ГТРК «Саха». Таким образом, внес колоссальный вклад в развитие СМИ не только в Якутии, но и на Дальнем Востоке. То, что сейчас наша компания процветает, идет дальше, развивается, это благодаря нашему первому директору Харлампию Назаровичу Дьяконову. Он был выдающимся организатором. У него были исключительные человеческие качества и, конечно, масштаб его личности. Его вклад, который он внес в развитие якутского телевидения и радио, и в целом в нашу отрасль, он неоценим. И мы его будем всегда помнить, потому что пока человека помнят, он жив. Журнал «Чулбон» собрал в медиацентре ведущих писателей республики, народных поэтов и начинающих авторов.
В программу встречи вошли декламация стихов, обсуждение прозы и рассказов о творческой работе. Свое участие приняли и руководители литературных объединений с молодыми авторами. На встрече также присутствовали герои повести писателя Константина Эверстова, спортсмены, активисты и бизнесмены, стоявшие у истоков демократических образований 90-х годов. Мероприятие проводится второй год и становится точкой притяжения для всех, кто живет словом и верит в силу литературы. Площадкой развития современного литературного процесса в Якутии должны стать литературные журналы, где они должны дать площадку всем авторам, невзирая национальность, возраст. И это должно дать импульс. И сейчас время новых вызовов, где с писателями должны работать и киношники, и художники, и театралы, и чтобы получилось современное искусство Якутии. 8 лет понадобилось энтузиасту из Якутии, чтобы издать свою родовую книгу. Ее презентация прошла в столице республики в рамках форума «Родословие народов Дальнего Востока». Долгие годы автор издания Владислав Савин потратил на изучение архивных данных. Это и метрические книги, и переписи населения, и другие документы, описывающие жизнь его предков. В итоге ему удалось докопаться аж до 1730 года. При этом, как отмечает сам Савин, в ходе поисков к нему обращались и другие желающие раскрыть тайны своей родословной. Он охотно помог им в исследованиях. Книга Савина вышла совсем небольшим тиражом. Издание он планирует раздать своим родственникам. Мне, например, всегда было интересно, кто мои предки. Когда я узнал первый раз, еще маленьким был, что у меня прадед Филипп, а больше ничего не известно, меня уже начало свербить, а кто такой этот Филипп? И я начал потом искать. Нашел всю по отцовской линии родовую, всю полностью нашел, тоже так же, до 18 века начала. Систему отбора участников на игры ДГ следующего года решено изменить. В предыдущем сезоне экспериментально была внедрена рейтинговая система отбора. Многоборцам предстояло принять участие сразу в 3 турнирах, по итогам которых лучшие в рейтинговой системе получали путевки на главный турнир Эсеха Туймады. В предстоящем сезоне состоятся также 3 состязания, где разыграют путевки. Первый отборочный турнир в Якутске в конце ноября, Кубок чемпиона в честь Ивана Белолюбского в Усалданском районе в феврале, а также республиканский турнир в честь Иннокентия Макарова в Чурапчинском районе в апреле. На всех 3 турнирах победители и 2 призера получат путевки на игры Дыгына сразу. И таким образом станут известны сразу 9 участников финального турнира. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.